Прошел легальный чемпионат по драг-рейсингу. Чтобы не перекрывать движение в городе, соревнования решили провести еще на недостроенной трассе. Гонщики встретились на второй автомагистрали по улице Богдана Хмельницкого. За перипетиями борьбы на высоких скоростях понаблюдали мои коллеги Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Своих железных коней к бою гонщики готовят за несколько часов до старта. Чтобы машины лучше набирали скорость на трассе, многие участники специально облегчают салоны. Некоторые демонтируют даже пассажирские кресла. Вместо обычных колес многие драг-рейсеры устанавливают скоростные, спортивные. Из-за того, что низкий профиль получается, колес сцепление лучше, быстрее оно тронется с места. Сначала буксы, получается, вот эти колеса, получается, сцепление их ниже, буксуют из-за того, что площадь схватки меньше с асфальтом. Обычные, на первый взгляд, машины за секунды могут разогнаться до 100 км в час. Вместо стандартных выхлопных труб настоящие турбины, под капотом мощные моторы. Свои автомобили драг-рейсеры собирают буквально по деталям. Удовольствие недешевое, запчасти приходится покупать даже за рубежом. Специальные драговые колеса покупали в Америке, рассчитаны под драг, под автоспорт, именно на скоростное ускорение. Тахометр, все работает, датчик температуры, датчик напряжения аккумулятора, датчик наддува турбины. Турбина американского производства, потенциал на 600 лошадей. Сам лично думаю, что вполне возможно, что такая реальная мощность здесь существует. Достигать таких мощностей на обычном бензине невозможно. В машине установлен самодельный бак, в который заливают специальную смесь, так называемое молоко. Обслуживает авто целая команда. На этой, теперь уже спортивной копейке, Денис занимал призовые места на многих чемпионатах по драг-рейсингу в Казани, Уфе, Ульяновске. Но на чебоксарском этапе гонщику не повезло. После серьезной поломки его автомобиль отстал от соперников. Машину пришлось эвакуировать с трассы. В последнее время подобные чемпионаты набирают популярность. Любители посоревноваться на больших скоростях приезжают сюда не только ради наград, но и острых ощущений. В соревнованиях по драг-рейсингу нет никаких ограничений. В них принимают участие автомобили с самыми разными объемами двигателей. Расстояние трассы, которое должны преодолеть гонщики, составляет ровно 402 метра. Рекорд, который был установлен в российских соревнованиях по драг-рейсингу, составил 8 секунд 164 доли секунды. На соревнованиях по драг-рейсингу за победу боролись представители иностранного и отечественного автопрома. Призовые места на пьедестале почета поделили только владельцы русских машин. Больше всего наград собрали чебоксарские и нижегородские гонщики. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня.